अदा, ये हंसी ये नयन, दे गए मीठी मीठी जुबान। सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया। सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो। नशे में यार डूब जाओ। रहो न होश में दीवानो। من میفهمم نمیتونی که روی از برم دور. قلب من تنها جای توست ولی تو هستی مغرور. بگی مرا بتگی تارم دل مارم نداره، مرا آزار نت دیگر گوش کن صدای دل مارم. تمام زندگی عشق است اگه آدم بدانه، جدایی را فراموش کن عزیز و یار خانه. ای 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 حیران تو هم، ای میگی میرم پریشان تو هم. ای 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 حیران تو هم، ای میگی میرم پریشان تو هم. بگی مرا بگی تارم دل مارم ندارم، مرا آزار نت دیگر گوش کن صدای دل مارم. تمام زندگی عشق است اگه آدم بدانه، جدایی را فراموش کن عزیز یار خانه. ای 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 حیران تو هم، ای میگی میرو پریشان تو هم. ای 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 حیران تو هم. салом алейкум шунавандагони азизи радиои муҳоҷир, дуруд мегӯем ба кулли азизон, ба кулли шунавандагони азиз, ба кулли он нафароне ки тоза ба радиои муҳоҷир пайвастанд. акнун шомро ба хайр мегӯем. Соат 18:00 аст дар шаҳри Москав. меҳмонони мо низ қарор доранд дар студияи марказии радиои муҳоҷир ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик ва Анвар Бобоев. хушомадед мегӯем. ба ин лаҳза ҳамкасбони ман низ дар паҳлӯи ман ҳастанд ва шумо мустақиман метавонед ба ҳуқуқшиносон суолҳои худро бидиҳед. акнун ман суханро ба ҳамкасбонам медиҳам. марҳамат. Салому дуруд шунавандагони азиз, добро пожаловать в студию, Валентина Валентиновна, Каянвар. Наверное, будем в формате
на двух языках, на таджикском и на русском. Дело в том, что в основном наши слушатели говорят на таджикском и задают вопросы на таджикском. Мы постараемся как-то детально более перевести это, отвечать вам. Вот хотелось бы вам сказать что-нибудь для начала. Давайте расскажу историю, которая у меня была вот прямо вчера. Приходит ко мне прекрасная кыргызская женщина в сопровождении своей подруги. То, что она женщина, видно прям, метров за 800. Прекрасная, знойная женщина, звезда Востока. Мечта поэта. Да, и приносит она постановление о выдворении. В постановлении о выдворении она называется Аскаров Гавхарий. Написано, что она мужчина. Написано, что она с 2014 года, с 28 февраля ни разу не выезжала из России. И теперь ее подвергают выдворению на 5 лет. Замечательно то, что паспорт этой прекрасной женщины был у нее с собой. Паспортные данные внесены в это постановление. Так дело в том, что паспорт выдан в 2018 году, а между 28 февраля 2014 года и ноября 2019 года прошла длинная, прекрасная жизнь у этой женщины. Она за это время вышла замуж в Андижане и получила в Андижане временную прописку. Потом развелась с этим мужем, попала в аварию в Казахстане. Потом вышла замуж в Кыргызстане, ребеночка родила. И все это, понимаете, не выезжая из России, судя по постановлению суда. Естественно, мы это все обжаловали, но это говорит о чем? О халатности? Это не просто халатность, это наплевательское отношение судьи к своим обязанностям. И, как правило, мигранты с этим и сталкиваются. Вот ничего другого они не увидят. Но знаете, в чем была беда этой женщины? Она ни слова не говорит по-русски. Вообще ни одного. А переводчик, адвокат? Не было у нее никаких переводчика и адвоката. Она даже не осознавала того, что она в суде-то была. Она была где-то. Она была в полиции, а потом еще где-то была. И только подруга, прочитав ее постановление, совершенно была потрясена и привела ее ко мне. Это говорит о том, что, дорогие мигранты, все-таки хоть что-то по-русски знать надо. Потому что, да, вы столкнетесь именно с этим отношением в России. И для того, чтобы вы могли хоть как-то себя защитить, вы должны вовремя успеть позвонить и сказать, что с вами происходит. И тогда с вами такой ерунды не произойдет. Ну вот скажите, пожалуйста, если объективно смотреть на вещи, я тоже ознакомился с несколькими постановлениями суда, где вот под копирку, там даже вот женский род, мужской род, что-то сменили, что-то нет, и выходит постановление. Это говорит о чем? О том, что слишком много таких... Это говорит о том, что судьи просто не успевают. Судьям просто неинтересно. Судьи, которые должны индивидуально рассматривать каждое дело, выяснять обстоятельства этого дела, выяснять стоит ли назначать наказание и какое наказание назначать, потому что эта женщина была вообще невиновна, совсем ни в какой мере невиновна не была, ни в каком нарушении. Это говорит о том, что судьям совершенно наплевать на мигрантов. И да, мигранты столкнутся именно с таким отношением полиции и судей. Ну скажите, пожалуйста, вы помните такой старый древний анекдот о кирпиче других представителей других национальностей? О боже, как столько развелось этих, что к бедному кирпичу негде упасть. Со стороны вы сейчас говорите как правозащитница мигрантов. А если посмотреть с колокольни судей? Если посмотреть с колокольни судей... Слишком много мигрантов нарушает законодательство. Это неправда. Совсем нет. Около 60% выдворений основаны ни на чем. Это просто фальсификации. Это не мигранты слишком много совершают нарушений. Это судьи совершают сплошные нарушения и не исполняют свои обязанности, которые обязаны исполнять. А скажите, пожалуйста, сколько примерно процентов, раз вы владеете статистикой, оправдательных приговоров по таким делам? Нисколько. Их нет. Их нету. У нас есть справка, да, у нас есть справка судебного департамента
о том, что выигрываются в судах второй инстанции порядка 40% дел, у нас успешность выше. У нас около 61% дел мы выигрываем в судах второй инстанции. А в судах первой инстанции, если удается это дело поймать на месте, то мы просто добиваемся того, что дело не рассматривается. И там у нас результаты стопроцентные. Потому что ни одно дело о выдворении не оформлено надлежащим образом. И по этому поводу у нас тоже есть справка судебного департамента, где они пишут, что по процессуальным основаниям должны быть отменены 100% решений. А у вас какие критерии, там, браться за дело или нет? Какие показатели? Если человек действительно нарушение не совершал или имеются смягчающие обстоятельства в виде семьи на территории Российской Федерации или в виде его подневольного состояния, то мы беремся за это дело. Если человек реально совершил правонарушение и никаких смягчающих обстоятельств у него нет, то мы не будем браться. А если в таких случаях дело оформлено ненадлежащим образом, с нарушением действующего законодательства, и где есть возможность выиграть дело, вы возьмете за это такое дело? Как правило, нет. Это уже этическая позиция, да. И дело в том, что мне вот за все время удалось выиграть за 13 лет. Мне удалось по процессуальным основаниям отменить всего 2 постановления суда. Что происходит в реальности, да, даже если есть множество процессуальных нарушений, суд отправляет на повторное рассмотрение и рассматривает уже без этих нарушений, принимает точно такое же решение о выдворении, которое ничем от первого не отличается, только тем, что теперь права были соблюдены. То есть, уважаемые мигранты, дорогие радиослушатели, если у вас с документами все в порядке и в любых других случаях нарушения ваших интересов, прав, добро пожаловать. Обращайтесь. Спасибо большое. Ну, давайте перейдем к вопросам. Давайте. Сумон, давай тогда, мы вот получали много вопросов по мессенджерам, email, WhatsApp, и звонили, и мы практически каждый вопрос иногда повторяется. Немножко там другой случай, но они касаются разных тем. Вот первоначальный вопрос касается у нас по пересечению границы, по истечению срока пребывания здесь в Российской Федерации. Есть такой вопрос? И потом... بله در اینجا سوال کرده است قربانوف علی خان از شهر ماگنیتگورسک فدراسیون روسیه نویسنده است که در شهر ماگنیتگورسک زندگی میکند، پاتنت دارد، با مشکل‌های اقتصادی بعداً رفت تو تاجیکستان، برگشت اومد، دیگر پاتنت نگرفت. نویسنده است که حالا در یک کارخانه همچون باغبان کار میکنم. طبق مسئولیت پیشکی ما با کاردهنده معاش یک ماهه من رو 35,000 روبل مقرر کرده بودیم. نویسنده است در دوام که یک ماه اول کار کردم 15,000 روبل به من دادند و باقی مانده 3 ماه است که به من معاش نمیدهند. وقتی طلب کردم مبلغ باقی مانده رو کارفرما کاردهنده با قربانوف علی خان جواب داده است که بعداً میدیم اگر خواهی ایست کار کن نخواهی رو، ولی که رفتی معاش باقی مانده رو نمیگی. Типичный случай. Нелегальный иммигрант недополучил свою заработную плату, работодатель просто его отправил ко всем чертям, и он не знает, что делать. Есть ли у него документы, в которых есть его фамилия и печать фирмы, в которой он работал? Мархамат Акиамвар. На таджикском или на... На таджикском, желательно на таджикском, пожалуйста. Курбонов Али хан, ман фахмидам ки шумо дуюм бора омада аз сабаби ки маблағ надоштед, патент оформид накардед, бе патент шумо дар боғбон шуда кор кардед. Шумо қонунро вайрон кардед, қонуни 90-180 мегӯяд, 90-180 мегӯяд. Рӯзи шумо. А якуми январи 2014 ин буромадагӣ шумо агар барои дигар дар омада наметонед, виздид шумо маҳкам агар аз 1 моҳ зиёд бошад, 4 моҳ истодагӣ бошед, дигар 3 сол маҳкам виздатон, агар шумо 6 моҳ гаштагӣ бошед ҳозир, ман намедонам чӣ қадар шумо гаштагӣ, 5 сол.
агар 270 рӯз гардед мувофиқи қонун ин 9 моҳ 10 сол въезди шумо маҳкам мешавад. Да, вот еще один вопрос. Вот там Руслан, никнейм Руслан. саволе ҳаст вобаста ба ҳамин мавзӯъ аст. руслан нависондааст ки ман дар русия қонунан зиндагӣ мекардам. вақти тоҷикистон рафтам ва боз хостам ки ба русия тариқи тайёра ба самара биёям. яъне русланро дар фурудгоҳ манъ кардан ва аз тайёра берун кардан, чун исми руслан дар рӯйхати шаҳрвандони мамнӯъвуруд ба федератсияи русия будааст. дар давом руслан нависондааст ки ман чун илоҷи дигар надоштам ва тариқи автобус, чун як дӯстам тавсия дода буд, ба русия ворид гаштам. айни ҳол дар шаҳри самара қарор дорам. бино сабаби оне ки маро гуфта буданд ки номам дар рӯйхати мамнӯъвурӯъ ҳаст, дигар барои гирифтани патент муроҷиат накардам ва дар давом нависондааст ки то ҳол бе патент кор мекунам ва бояд чӣ кор кард, аз куҷо фаҳмид ки оё дар ҳақиқат номам дар рӯйхат ҳаст ва ба кадом сабабҳо. чун нависондааст ки ман сабабашро намедонам. дар дафъаи аввал нависондааст ки ман қонунан зиндагӣ мекардам дар ҳудуди вилояти Самара. Можно я перевяжу в двух словах, чтобы Валентина тоже поняла? Ну, давайте тогда поговорим об этих вопросах. Правило 90-180, порядок пересечения границы. Человек пишет, что он работал законно, на законных основаниях. Когда хотел прилететь в Россию, его просто не пустили, сказали, что у тебя стоит запрет на въезд в Российскую Федерацию. Он вернулся в Таджикистан и по советам друзей через автобус как-то пересек границу и сейчас нормальненько работает в Саратове, но не оформил патент, так как ему посоветовали, что нельзя туда идти. Человек работает, живет и думает, и у него появляется вопрос, откуда у меня запрет на въезд, и как это ставится, и что мне делать, и что ему грозит. Значит, во-первых, если человек с запретом на въезд въехал, тем не менее, в Россию каким-то полузаконным, незаконным способом, то ему грозит получение срока реального тюремного до 2 лет за незаконный въезд в Россию. Это статья 322 Уголовного кодекса РФ. Он ее рано или поздно получит при проверке полицией, при проверке более или менее грамотным сотрудником, если он попадется УВМ, обнаружит, что у него запрет на въезд есть, что он территорию России покидал, а потом снова как-то оказался здесь. Незаконный въезд, срок тюремный. Теперь, что касается, как ставится запрет, кем он ставится, когда, за что. Существует целый ряд поводов для постановки запрета. Вот сегодня с утра мне звонил замечательный узбекский гражданин, которому отказали в выдаче патента, объяснив, что у него 3 нарушения правил дорожного движения. Он говорит, ну как же так, у меня же нету прав. Но он регулярно переходит улицу в неположенном месте, и, естественно, его штрафуют на 200 рублей. Он возмущается, говорит, я же плачу эти штрафы. Так вот, запрет на въезд ставится не за неуплату штрафов. Запрет на въезд ставится за составление протокола. Как только протокол появился в базе, да, так сразу появилось основание для запрета на въезд. 2 и больше протокола за 3 года – это запрет на въезд. Второй повод для постановки запретов на въезд – это невыплата штрафов или налогов. С этим я сталкивалась по патентам всего 1 раз, а по невыплате штрафов сталкивалась многократно. Значит, у меня был молодой человек, гражданин Таджикистана, у которого был патент до марта, но ему очень хотелось уехать домой на Новый год. И поэтому в декабре он уехал домой. Естественно, поскольку он в декабре и в январе не работал в России, ему казалось логичным не платить за патент. Он выехал, за патент не заплатив. Когда он попытался вернуться в феврале в Россию, ему сказали, что, извините, дорогой, у вас запрет по статье 27, часть 1, пункт 10, неуплата налогов или штрафов. Соответственно, он получил запрет на въезд. Это означает, господа, что даже если вы уезжаете из России, все равно придется свой патент платить. Такая вот здесь драконовская система. Третий повод для запрета на въезд, он такой универсальный, он состоит из нескольких частей. Это превышение сроков пребывания.
Если вы превысите сроки пребывания на 30 и более дней, в частности, совершите вот это вот нарушение 90 из 180, то есть вы там пробыли в России 88 дней. Да. Потом доехали до границы и на 89-й день въехали обратно. Вас не имеют права не впустить. Но когда количество дней пребывания в России суммарно достигнет 121, вам просто поставят запрет на 3 года. И это еще повезет, если вам поставят запрет на въезд в этот момент. Если же компьютер до вас в этот момент не дойдет, а вы умудритесь пробыть здесь целых 180 дней, то запрет на въезд вам поставят на 5 лет. А если вы умудритесь пробыть в России 270 и более дней, то вам поставят запрет на въезд на 10 лет. У меня буквально вот на прошлой неделе была гражданка Таджикистана, которая здесь, в России, вышла замуж. Поменяла фамилию, соответственно, она вышла замуж за гражданина России, тоже таджика, поменяла фамилию, Да. и на основании этого брака она оформила разрешение на временное проживание. Но ее система числила по старой фамилии. И когда она поехала в Таджикистан рожать через 9 месяцев, ей поставили запрет на въезд на 10 лет по старой фамилии и не впускали. Акаям вар. ما میدونیم که حقوق شناس والنتینا از بسیار جهت‌های بگیم منویش سختگیر هستند. با همون نفر با همون مهاجرت تاجیکی حالا در سمر قرار دارد چی مصلحت داده می شود؟ چی کار کرد؟ هیچ وقت ندانستنش ممکن نیست. بله. بعدی که چی کار کند؟ چی باید کرد؟ ایروپورت با اومد همون شخصی که عقب میگردونه کاغذ میتونه. کاغذ به سببش نوشتگی. بله. استاتیاش هم نوشتگی. درست. هم زبانی روسی هم زبانی تاجیکی. بله. کدام ملت باشد ازبک باشد ازبک ایروپورت هم تاجیکی هم ازبکی هم روسی هم وای همون وقتی وی شناس میکند که اگر من شناس شده است برگشته است سوال داشت که من من نه وای گفت وای پرسیداست که من چه خیلی انیق کنم سوال ناز بله 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 و بعد چی باید کرد دستشان خواهد چی باید کرد وای دستشان کاغذش وای همونجا ما امضا کردیم که اگر من افسوس کتی آمده است یگان با آمده غیر قانونی در آن خودش امضا کرده استاتی 322 کتی من دیالوی جنایتی شده شنونده شود برای همین من آگاه کردم نوشتگی برای همین اکنون در این رادیو ما بسیار وقت نگیریم تلفن‌های ما هست همین تلفن‌نده ایموش هست واتساپ وایبر هست همون کاغذ ایروپورت ما پرتاد من جواب میتونم که برای چی مصلحت‌های محرمانه یک بار دیگر رقم‌های تلفنتون رو اعلام کنید 8903 169 91 61 8903 169 91 61 61 انور بابایف همین پرتاب ما جواب میدیم یک راه حل مشکلات میبینیم باید باشه بله کاغذ ندیده یگان گفته نمیشه شنوندگان عزیز در مهمانی رادیو مهاجر قرار دارند حقوقشناسان ساحه مهاجرت ولنتینا چوپیک و انور بابایف میتوانید سوالهای خود را مستقیما با رادیو مهاجر بدهید زنگ زنید رقم ها 8965 151 0410 است و اکنون صحبت رو ادامه میدیم با حقوقشناسان. Секундочку, давайте тогда вот закроем эту группу вопросов, Валентина. Вот с кем бы я не столкнулся с этим вопросом, я говорю, не езжайте на пересечение, не нарушайте это правило 90-180. За это вам будет стоять запрет на въезд. 90% говорят, ничего не будет. Почему? Потому что моя тетя, сосед, одноклассник 100 лет едут, 100 лет пересекают, им ничего за это не бывает. Ко мне тоже регулярно приходят люди с этими заявлениями. А вот почему мне поставили запрет на въезд, а моему другу, моему брату, моему дяде не поставили запрет на въезд? Хоть он такой плохой и в 10 раз больше меня нарушил это правило. Да. Логично? Ну, во-первых, да.
Во-первых, существуют региональные особенности. В Москве принимают все документы подряд, и здесь не отказывают в постановке на миграционный учет после нарушения правил 90 на 180. Это первая особенность. Во всех остальных регионах в основном отказывают. В основном. Второе. Запреты на въезд ставит не какой-то нехороший дяденька-пограничник, которому не понравилось ваше лицо. Запреты на въезд ставит компьютерный модуль, который путешествует по Центральному банку данных учета иностранных граждан и расставляет там запреты всем подряд. И когда он дойдет до вашей фамилии, никто не знает, потому что каждый год в Россию въезжает 17 миллионов человек. А он бродит по этой базе за 3 года, понимаете, да? Это означает, что он просматривает 51 миллион записей. Когда он дойдет до вашей фамилии, никто не знает. Но, тем не менее, он до этой фамилии вашей дойдет неотвратимо. Не в этот раз, так в следующий. Еще раз говорю, вам повезет, если вам поставят запрет на въезд через 30 дней, а не через 270. Потому что иначе у вас запрет на въезд будет стоять на 10 лет, а не на 3, как через 30 дней. И еще один ответ. В России довольно много людей воруют, но далеко не все сидят. Это не дает вам права тоже воровать, правда? Лучше быть хорошим человеком, не нарушающим закон, чем быть плохим человеком, которому по какой-то причине повезло. Но еще раз призываем не нарушать, но все-таки есть другая версия по этому поводу. Но бытует мнение, говорят, что число нарушителей слишком много, и если всем подряд закроют въезд, и им придется там оставаться у себя в исторических родинах, там, в странах доноров, как-то может испортиться отношения между этими странами. Допустим, возьмем с Таджикистаном, да, ситуацию с Таджикистаном. Далеко не секрет, что миграция, количество мигрантов, их суммы переводов, это давным-давно есть какой-то там... опора экономики. Опора экономики и рычаг в межгосударственных отношениях. Да. Я абсолютно убежден, что стоит Кремлю, не нужно депортировать, даже не будут они закрывать въезд. Просто сделают СМИ, распустят о том, что в России начали массово депортировать граждан именно Таджикистана. Душанбе пойдет на уступки. И поэтому говорят, что если слишком много число нарушителей, есть указание, что ставить запрет определенному проценту, допустим, 10, 5, и кто попадет туда? Вообще неизвестно. Такая версия, насколько она реалистична и близка к истине? Эта версия имела бы какой-то вес, если бы запреты на въезд ставили чиновники. Но, видите ли, компьютеру нельзя задать... Компьютер – это всего лишь программа. Программу можно переделать, задать нужные... Нет, программе нельзя задать количество запретов на въезд. Это невозможно, это я вам как программист говорю. Программе можно задать, например, определенный период работы, что она работает там 1 день в месяц. Это возможно. И тогда она, допустим, не сделает столько запретов на въезд, сколько вот она могла бы сделать, если бы просматривала непрерывно. Это вот вам о теории, да, как этого теоретически можно было бы достичь. Но я не думаю, что это так, потому что вывод из того, что вы говорите, что нарушителей слишком много, поэтому не ставят всем, из этого вывод такой: давайте нарушать все, тогда запрет не поставят никому. Правильно? Такой вывод? Нет, давайте так. Я не делаю никаких выводов. Сколько бы мы ни говорили, не нарушайте, ставится запрет. Есть у них убедительный довод. Я вот в прошлый раз нарушил, не было ничего. Давайте отвечайте там, если там. Пожалуйста. Добрый день, чем я могу помочь? Добрый вечер. Здравствуйте. Извините, Валентина Валентина, я вам звонила про работу. Я жила в Брянске, у меня регистрация патент был в Брянске. Потом я ехала в Москву и вам спросила, как мне делать. Сказали, что плати на патент, до этого ты сможешь работать. Потом тебе надо ехать на границу и делать все документы.
И там я уехала в Москву, ну, ехала там границу, а мне вот в Брянске на эту миграцию, регистрация неделю, я сразу ехала в эту границу и сделала все. И это... Все, я делала, регистрацию тоже сделала, но не успела сделать патент. Но у меня было время еще, в конце октября. А я работала до октября. И с сентября 12 сентября начала работать до октября. И они не успели сделать оформление. Ну, договор не успели сделать. А сейчас я болею, мне надо срочно уезжать домой на родину. Я скажу, дайте эту зарплату. Они сказали мне, делай новый патент в эту Московской области. И потом даем эту зарплату. Так, Золотая, значит, смотрите. Ваша зарплата за прошлое время никак не зависит от вашего будущего патента. Однако возможность получить вашу зарплату за прошлое время зависит от того, есть ли у вас документы, из которых видно, что вы там работали. Так вот, есть ли у вас какие-нибудь документы с вашей фамилией и печатью этой фирмы, в которой вы работали? Есть. Какие есть? Каждый день мы работали, ехали, потом это написали на эту книгу. Так, а в книге есть печать? Печать? Да. Они сказали, что делали это табель. Вот Так. Лиза же мне сказала, она мне ругала и сказала, у вас зарплата стоит, все табели стоит, делаете патент и забираете свои деньги, и я буду вас увольнять. Так она мне сказала. Значит, скажите вашему менеджеру, дорогая, там, я не знаю, Матильда Сергеевна, как ее там зовут, я у вас уже работала, без патента. И вам будет крайне плохо, если я сейчас обращусь в управление по вопросам миграции, и вас за то, что я работала в Московской области с брянским патентом, оштрафуют на 1 000 000. Поэтому, дорогая менеджер, давайте-ка вы мне отдадите мою зарплату без разговоров, иначе я пойду везде жаловаться. Все ясно, да? Скажите, пожалуйста, вас как зовут? Я Ниязова Шахида. Ага, очень приятно, Шахида. Вы гражданка какой страны? Узбекистана. Понятно, понятно. Шахида, Я значит... ему, извините, я ему сказала так, я посоветовала юристам, я так сказала, она сказала мне, если ты посоветовала, езжай к юристу, чтобы она тебе дала зарплату. Понятно, Сказала хамка, мне. в общем. Золотая, у вас этот табель есть? У вас в руках есть табель? Ага. Есть. Есть. Отлично, приедете ко мне в офис завтра и будем вашего менеджера учить, как правильно обращаться со своими работниками. Хорошо? С 12 дня до 8 вечера я вам сейчас пришлю адрес. Метро Курская, улица Казакова, дом 8, строение 2, 4 этаж, 5 кабинет. Приходите, будем воспитывать менеджера. Я сейчас в Брянске, да, мне надо срочно уезжать в Узбекистан. У меня 25 числа билет, я 3 дня, раньше еду к вам, можно так? Да, можно, пожалуйста, как вам удобно. Хорошо. Да, вот сейчас мне деньги нету, я не могу уезжать, я болею, у меня беременна, она мне так сказать, я сказала, Миленькая, мне вас очень жалко. Мне вас очень жалко, но для того, чтобы я вам могла помочь, нужно, чтобы мы с вами написали заявление, и вы это заявление подали, и тогда вашего менеджера накажут, директора фирмы накажут. Это не бывает за 1 минуту, иногда бывает, но чаще всего это за 1 минуту не бывает, это занимает некоторое время. Ну, если у вас документы есть, выбить можно вашу зарплату. Я за сколько дней успеваю это делать? Я не могу вам сказать. Никак не скажу, родная, потому что вот у меня позавчера у меня были 6 женщин, которым не заплатили зарплату в компании Работкин.
И я им написала заявление, они поехали к своему директору, и директор прям сразу, через 1,5 часа после написания заявления, директор им выплатил зарплату. Сегодня пришла ко мне еще одна женщина из этой же компании Работкин. А оказалось, что уже у этого директора и у менеджеров у всех выключен телефон. Понимаете? И уже с такой скоростью не получилось. Я ей просто написала заявление, отдала. Теперь будет в соответствии с законом. Теперь их будут искать, да. Поэтому я вам пообещать, что будет прямо через секунду, никак не могу. Иногда бывает, но не всегда. Ага, понятно. А про это компания Вегас, просьба не попала у вас? Какая компания? Твой дом. Твой дом? Да, Вегасу. На Вегас, магазин. Там. Торговый центр Вегас, да? Да, там, на твой дом. Магазин твой дом работал, я уборщицей. Понятно. Нет, золотая, оттуда жалоб не было. Ага, ладно. Хорошо. Спасибо вам Да большое. не за что, обращайтесь. Всего доброго. Вот как раз вопрос нашего слушателя. Прости, пожалуйста. Бухалнам Саволи Омадабут. Неспати маблахи кори. Толибҷон Муҳиддинзода аз Москав нависондааст ки мо бо як дӯстам дар Москав дар корхонаи қаннодӣ кор мекардем ва тибқи шартнома маоши моҳонаи ҳар яки мо 55,000 рубл буд. Вале мо 20 рӯз кор кардем, моро 10,000 рубл доданду аз кор ронданд. Сабабашро мо худамон низ намедонем. Яъне ки маоши ҳар дунино 55,000 муайян шуда будааст тибқи шартнома. Дар 20 рӯзи корӣ барои ҳар ду нафар 10,000 рубл, яъне 5,000 ба ҳар коми доданду аз кор ҷавоб доданд. Сабабаш номаълум. Толибҷон, агар ҳамин 55,000 бо шумо договор кардагӣ бошанд, дастатона ҳуҷҷат бошад, марҳамат назди мо бед, ёрдам мекунем. Локин ҳамту даҳанакӣ бошаду 55,000 договор ба 10,000 навистагӣ бошад ё 20,000, фақат ҳамун чӣ қадре ки договор бинавистагӣ ҳамина ёрдам кунем метавонем халос. Як дуюмаш, шумо ҳамагӣ 10 рӯз гуфтаме 20 рӯз кор кардагӣ. мувофиқи қонуни Россия, шахсоне ки аз 2 моҳ кам кор мекунанд, кам кор мекунанд, ба ин шахсон вақте ки муроҷиат мекунед, делои ҷиноятӣ ба роҳбарои ин корхона кушода намешавад. барои ҳамин шахсоне ки аз 2 моҳ кор кардагӣ салакак назди мо биёнагар мушкил барои мо. Мушкил. Агар аз 2 моҳ зиёд кор кардагӣ бошанд дар корхона, ин осон. Барои он ки следствии комитет он аризаҳое ки мо мекунем қабул мекунад ва он мебинад ки аз 60 рӯз кам мувофиқи қонуни Россия ҳамин хел қонунаш аст. Як моҳ кор кардагӣ бошиду вай набошид қабул намекунад. Бинобар ҳамин мо дигар роҳҳо ҳаст, локин суд кати бурида мешавад, фақат шумо ба як коғази кабуд медиҳад дастон ба ҳамун корхона асу қаздор, локин вай гирифта мегардед. Вай мо бисёр ин ба практика монда ҳамин бисёр шуд. Барои ҳамин аз 2 моҳ зиёд кор кардагиҳо ба нисбати осон. Ёрдам кардан осон. То 2 моҳ душвор. То 2 моҳ душвор. Агар фарз кардем ки мисол вобаста ба ҳамин муносибатҳои корӣ, мисол кордиҳандаву корфармо, яъне ки парванда ба тарафи шумо ҳал шуд, яъне ба тарафи шахси ҷабрдида ҳал шуду, яъне ки суд таъин кард, мисол фарз кардем ки суд таъин кард ки ба мисол гирем ба ҳамин шахси муроҷиат канда Муҳиддинзода Толибҷон 55,000 маблағ, мисол бо зарари маънавиш 50 таи дигар, мисол 105,000 пардохт карда шавад. Яъне ки исполнительный лист мегӯем, исполнительный листа суд пристави оно иҷро намекунад, дар муддати чанд рӯз бояд иҷро кунад? Ё ки фақат тарзи маблағ гирифтанаш чӣ мешавад? Як лаҳза. Салом алейкум. Алло. شما خیر برادر عزیز.
сал мушкил барои ҳамин Як гирифта занги телефони аст, барои ҳамин мутаассифона. агар дасти онда ҳозир ҳамин вай бошад коғаз бошаду алло гӯш мекунем шуморо. салом алейкум. ғайриқонунӣ аз кор кирги бошад бале мешунавем. ё гап занед. ариза нанависи бошад марҳамат биён мо ҳамон рӯзи вай ҳамаша гирифта метим Алло. рӯз не алло Табад мекунем бурда сари нав занг зананд. аз сари нав метавонед занг занед, садо нест. Да, давайте тогда по порядке получения заработной платы. Значит, Сейчас первое. вот, да, вы поняли, не поняли, ваш коллега сказал, что если заработную плату не получили, то есть мигранты работали до 2 месяцев, это немножко проблематично. Да, А потому что после это не- уже Значит, намного... Смотрите, есть несколько видов нарушения прав мигрантов в смысле зарплаты. Первая история – это когда человек работал вообще без оформления и нету никаких документов, подтверждающих факт этой работы. Чисто на доверие. Чисто на доверие. Получить эту зарплату практически невозможно. Иногда, крайне редко нам удается просто испугать работодателя, если этот работодатель безграмотен. Это не шантаж. Это шантаж. Но это И шантаж, вы говорите, да. да, открыто, Шантаж, мы же не угрожаем физической расправой. Мы угрожаем тем, что к нему придет Закон. миграционная служба. К нему придет закон. Да. Проверит его, оштрафует на 1 миллион за каждого, кто там работает. Вот иногда работодатели на это ведутся и деньги платят. Вторая ситуация – это когда человек работал недостаточно для уголовного дела. Сегодня у нас как раз была гражданка Кыргызстана, которая работала всего 15 дней и быстро сообразила, что не светит ей здесь получать зарплату, потому что очень уж многих кидают. И она бросила эту работу, но зарплату она получить хочет. В этой ситуации это не уголовно наказуемая история. Поэтому подавать в Следственный комитет бесполезно. Но можно подать в управление по вопросам миграции и просто пошантажировать ее работодателя тем, что к вам придет миграционная служба. Точно так же, как когда вообще нету доказательств. А если Совсем третья ситуация, это когда у человека работа продолжалась свыше 60 дней, и ему зарплату не платили, это уже статья 145.1 Уголовного кодекса РФ. Это прямая обязанность расследовать Следственный комитет. Они работают тоже ни шатка, ни валка, но они очень охотно и радостно принимают такие заявления, подкрепленные доказательствами. Принимают, ставят прекрасную печать, которая очень пугает работодателей, после чего мы можем работодателю позвонить и сказать, что дорогой Иван Иванович, какой ты бессовестный, ты почему такому хорошему Ахмеду Закировичу зарплату-то не заплатил? Вот мы тебе прислали по WhatsApp фотографию заявления Ахмеда Закировича. Если ты на это никак не среагируешь в течение ближайших 10 рабочих дней, то он еще сдаст второе заявление в управление по вопросам миграции, которое мы тебе тоже сфотографировали и прислали, но мы его еще не сдавали. Так вот, за первое заявление на тебя заведут уголовное дело по статье 145.1, и если у тебя этот случай первый, то тебя всего-навсего оштрафуют на 80 тысяч рублей, что тоже неприятно, потому что Ахмеду Закировичу ты должен всего 72. Но если ты нам за 10 рабочих дней не перечислишь на карточку Ахмеда Закировича его 72 тысячи рублей, то он сдаст вот второе заявление. Это не уголовное дело, всего лишь административное, зато тебя штрафуют по нему на 1 миллион рублей. Поэтому, дорогой Иван Иванович, заплати-ка ты Ахмеду Закировичу в течение 10 рабочих дней. И тогда у тебя не будет никаких проблем. Вот, как правило, Иван Иванович не дурак. Он понимает, что столкнулся с не дураком Ахмедом Закировичем, и ему стоит заплатить 72 тысячи, чтобы не поделиться с государством 1 080 000. В связи с нововведением в этой области, ужесточение ответственности официальных лиц, должностных лиц по оказанию содействия нелегальной иммиграции, сейчас я прочту. Да, есть такое, но это не касается вопросов невыплаты зарплаты. Это касается вопросов содействия в нелегальном трудоустройстве. Это касается вопросов предоставления жилья. Это касается вопросов перевозки. И в первую очередь это касается вопросов оформления мигрантам документов.
миграционного учета и там продление миграционного учета. Вот это это. вот их касается. А тогда как же быть нашему брату-мигранту в таких случаях, если не будет посредников, чтобы зарегистрироваться в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, где что... Мегаполис Краснодар. Ну хорошо, ну вот скажем так, да, где практически нереально зарегистрироваться по месту проживания. Что делать? Далеко не секрет, что большинство пользуются услугами таких же посредников. Да. К сожалению, пользуются, но вот с 29 июня 2018 года пользоваться их услугами абсолютно бесполезно. Дело в том, что есть у тебя миграционный учет в базе, нет миграционного учета в базе. Если ты не живешь по адресу своего миграционного учета, то тебя депортируют. Понимаете, да? Это я понимаю. Поэтому, что вы купили эту регистрацию, что она хорошая, что она с Казанского вокзала, что вы вообще не сделали никакую регистрацию, если вы не живете по адресу своей регистрации, вам нечего обсуждать. Незачем покупать у таких посредников миграционный учет. Он вам никак не помогает. Ну что делать? Вот в чем вопрос. Это, конечно, очень печально. Нужно шантажировать своего арендодателя жилья. Нужно сфотографироваться у него дома во всех ракурсах в трусах. Нужно, чтобы обязательно у вас был письменный договор с вашим арендодателем, где напрямую указана его фамилия и ваша фамилия. И при наличии доказательств того, что вы, граждане Таджикистана, 15 и более дней проживали у него в квартире, его оштрафуют. Поэтому на 15-й день вы к нему приходите и говорите: дорогой Сергей Сергеевич. Условный. Вот если вы меня не зарегистрируете прямо сегодня, то прямо завтра я пойду в миграционную службу, и вас прямо завтра крупненько так оштрафуют на 400 тысяч рублей за то, что вы меня не зарегистрировали. Причем оштрафуют вас не только за меня, но и за всех мигрантов, которые у вас здесь на прекрасных фото сфотографированы и на прекрасном договоре указаны. Поэтому, дорогой Сергей Сергеевич, давайте-ка пойдем сегодня прямо в МФЦ. Вы меня зарегистрируете, всех, кто здесь живет, зарегистрируете. Это совершенно бесплатно. Никаких налогов платить вы не будете. Квартплата никак не повысится, потому что мы, мигранты, с точки зрения российского жилищного законодательства, людьми не являемся. А что делать жильцам, скажем так, резиновых квартир? Там... Если арендодатель не в курсе того, что вы там живете, то это финиш. Вам нужно переселяться в другую квартиру. У меня сегодня в Фейсбуке было такое обращение от молодого человека. Собственник жилья пришел и обнаружил у себя огромное количество людей, которых он в эту квартиру не вселял. Ну да, она же все равно, он или она не может же зарегистрировать всех иностранных граждан, проживающих по этому адресу. Может, если захочет. Квадратный метр. Еще раз, мигранты не люди. Сколько живет, столько и регистрируют. Их вот это нормы не касаются, абсолютно. Нет. Абсолютно нет, никак не связано. На то это же отвечал. Ну это да, ну, это отвечали, да. Ну вот смотрите, даже мы сейчас говорим пример о введении в этих законах. Граждане Узбекистана 7 рабочий день. Да. Они 5 дней потом. Да, и вы советовали, что после 20 дней потом пойти обратиться, да. Граждане Таджикистана 12 дней и 13 дней. Ну, Валентина, законы принимаются на ура, вроде такие законы все правильные, хорошие. Да ну где вы видели правильные законы в России? Я хочу почитать. Введение патента. Введение патента, да, достаточно правильный закон, но в нем есть много грехов. В частности, сейчас Минтруд хочет перепринимать право губернаторов ограничивать количество патентов и ограничивать специальности. Хотя вернуться уже в законе времена по квотам. Да. Хорошо, тогда вот новый закон об ужесточении ответственности. Это тоже плохой закон?
он как-то сыграет роль в миграционной сфере России? Он позволит сотрудникам полиции брать гораздо больше взяток, Как чем всегда, сейчас. у вас ответ да. Любое ужесточение закона Приводит к увеличению коррупции. К сожалению, так. И никак иначе. Ну, никак иначе, к сожалению. Вот. Но это не значит, что оно не приводит к чему-то другому. Мы же можем использовать даже самые плохие законы, мы можем использовать в свою пользу. Давайте использовать в свою пользу то, что сейчас арендодателю жилья грозит куда больше штраф и уголовная ответственность. Давайте использовать то, что сейчас перевозчикам, которые не дают нам билетов, грозит ответственность. Давайте использовать то, что сейчас работодателю, который принимает нас через посредническую структуру, грозит ответственность. Давайте это использовать. Кто же мешает нам использовать плохие законы в своих интересах? А найм жилплощади в Москве, в Питере не подорожает, потому что уже и ответственность уголовная. Ну, теоретически это возможно, а может быть он как раз подешевеет, потому что спрос со стороны мигрантов уменьшится, и они массово поедут в хостелы. Ну, извините меня, всегда было в Москве, когда вот человек зарегистрировался, если там условно, допустим, сотрудник полиции останавливает, спрашивает, где он живет, человек заранее знает, там, где, да, в таком-то микрорайоне, это дом 7-этажный, сотрудник же полиции не пойдет проверять прямо сейчас, прямо там. Это теоретически да, но вот 2 ноября были массовые облавы именно на граждан Кыргызстана. Именно на кыргызов были облавы массовые. Их допрашивали с пристрастием в отделах полиции. Ахиллесова пята. Да, Ахиллесова пята. Ахиллесова пята, извините. Их допрашивали на каком метро, сколько идти от метро, сколько этажей в доме, сколькикомнатная квартира, в которой ты зарегистрирован и так далее. Им задавали эти вопросы. Только среди моих обратившихся 71 человек были выдворены за проживание не по месту регистрации, а их ловили на улицах. Они не могли за один день. Понимаете, да? 71 за один день. Дальше это тоже продолжалось. И сейчас мы слышим отголоски этого. Вот у меня, вы видите, очень много историй сейчас идет возмутительных именно по кыргызским гражданам. خب یک سوالی دیگر آمده است از ایما. سفرعلی صدالله گفته است سلام علیکم برادران، زنم شهروندی روسیه است، ناو زکس کردیم، ما میتوانیم заявление نویسیم برای شهروندی گرفتن. پورتر کرده فهمونید. تشکر نویسید. رحمت. و علیکم السلام. شما میتوانید با РВП شهروندی نه разрешение времени проживания میگن. اگر موقتی РВП گوید ناز میفهمن. بله. شما مراجعت کنید. اگر زکس کرده باشید مهلت ندارد و سن و سال با وقتش با اگر حجت باشد زکستون مرحمت یگان مشکلی نه یه ذره بعدی 2 سالی ثبتی نکاح نمیدیم مشکلی نه РВП حقشون هست حاضر میتیم بعد 60 روز میگیرن 55-60 روز مهلتی РВП بعد از РВП گرفتن برادر میتونن موافق قانون نو بعد 8 ماه вид на жительство میسپرن بعد 8 ماه вид на жительство میگیرن کار گشتن میگیرن 3 سال میشد 3 سال زکسشون با 3 سال پره 3 سال پره شود با گражданство سونی دокументشون سپرده میتونن РВП вид на жительство мумкин برای دریافت شهروندی بعد 3 سال Да, вот, Валентина, будьте добры, пожалуйста, немножко разъясните. Очень много вопросов. Оказалось, что я не знал, что столько граждан Таджикистана уже имеют РВП, вид на жительство. Какие правами они обладают? Вот, допустим, такой вопрос. Человек спрашивает, у него уже 2 раза вид на жительство. То есть 1 раз продлил его. Продлил, да. И вместе с тем у него супруга гражданка Таджикистана, гражданка Таджикистана и дети уже граждане Таджикистана. Если он зарегистрирует их и себя там привезет, они будут какими-то правами обладать? Да. Супруга и дети. Значит, супруга не будет обладать никакими правами.
пока он не получит гражданство. На основании его гражданства она сможет получить разрешение на временное проживание. Дети могут быть зарегистрированы сразу, как имеющие вид на жительство, по отцу. Они уже автоматом получают. Они уже автоматом получат вид на жительство. А выплате? Компенсации, материнский капитал на них действует? Нет, материнский капитал не будет действовать до тех пор, пока мать не получит не получит вид на жительство. Даже РВП не поможет. А дети получат полисы ОМС, будут спокойно записаны в детские сады, будут спокойно приняты в школы. Мать, пока не получит гражданство, она не вид на жительство не дает. То есть гражданство и вид на жительство это опять-таки все-таки разные вещи. Ну да, говорили вроде так, что если там разница только в том, что не может быть избран депутатом, президентом, премьером и не имеет права голоса. Работать в госорганах. Да, и иметь право голоса. Оказывается, есть все-таки много нюансов. Это нюансы, которые в основном мало связаны с материнский ежедневной капитал жизнью. только граждан Российской Федерации. У нас вопрос, да, как раз давайте про полисов. Вот человек там 2 раза написал про... Я не знал, что Билайн продает вот эти полисы. як савол ҳаст абдулҳамид шунавандаи мо аз шаҳри санкт петербург савол додааст ки ман дар шаҳри санкт петербург зиндагӣ мекунам. خب خلاصه نویسنده است که در جای کارم ناگهانی بیمار شدم و به ماشین یاری تجلی زنگ زدند و مرا به بیمارخانه بردند. خلاصه در بیمارخانه به او یک سوزاندارو گذراندند و جواب دادند گفتند که بیمه طبی یعنی که добровольный медицинский страховой полис همه عبدالحمید گفتند که مثال وای نیست اصلی نیست یعنی اگر به زبان روسی گیم فرشیوی میگیم. дар инҷа дарҷ кардааст абдулҳамид ки ман ин дмс худро аз маркази хизматрасонии билайн харидам. баъд аз беморхона ба он ҷо муроҷиат кардам. онҳо гуфтанд ки ин қонунист, мо ба шумо фурӯхтаем, ҳуҷҷат ҳаст. дар беморхона ба ӯ мегӯянд ки асл нест. абдулҳамид ва ман ҳамин хел маслиҳат медиҳам ки ҳамон дмс ба навистагӣ кадом компания билайн ба нараванд. ДМС, Роскострахай, хелаш бисёр кохи. Бале. Страховка компанияша. Ҳамон телефонаш аст. Телефон карда, ба худи ҳамон компания раванд, ба офисаш раванд. Ё агар рафта натонанд телефон карда. Бемор ёри таҷили бурдагӣ. Не, ёри таҷили страховка намепурсад. Қонун аст. Ёри таҷили реанимация, палатои ки интенсивни инҳо ба лозим не. Страховка лозим не. инҳо ба талаб карданаш ҳам ғайри қонун. авари гипс мекунанд, инҳо ҳамаш бепул. Операция аввали тиббӣ мерасонанд. ҳозир савол дига хел. Савол гуфтост ки ваҳо гирифтиян, сӯзандорӣ гузарондиян. Рав гуфтиян, ваяд нест баъзанда. барои ҳамин ман ҳамин хел маслиҳат медиҳам ки салом алейкум. билайн ба не. ҳамон компания ба муроҷиат кунанд. гӯянд ки ман аз билайн гирифтам, мегӯянд ки баъза ба нест. хел шуданаш мумкин. Озо мара мешнавем бародар. Алло, салом алейкум. Бинобар ҳамина ҳар як страховка. Ва алейкум ассалом. Озо омадеста бародар. Бале, як лаҳза. Аз худи компания гирифт беҳтар. Алло. Бо телефона алоқа қатъ шуд. Бале, фаҳмо. Ки буд номаш? номашон Абдулҳамид. Абдулҳамид барои шумо, барои дигар муҳоҷиронам ҳамин ки ман як бародари мо буд, занг зад, занаш мана нағз мешиносад, 4 моҳ реаниматсияга хо рафт. Ваҳо мо қазу мантам ягон хел қазлор намештон, ягон кас шумо пулам намегӯяд. буромад аз ҳамунҷа рост ҷавоб додан, рафт Тоҷикистон ба ягон хел ягон кас пул нагирифт. ройгоҳ 4 моҳ вай ҷудо оператсияи вазмин буд.
қариб 1.5-2 моҳ без вай Дар шӯъбаи ҳиёгарӣ. шӯъбаи ҳиё ин реанимация, интенсивни палата, интин ваҳоба ягон кас ҳаққу ҳуқуқ надорад. Даже скорый помощь ҳаққаш некиш моя вай пурсад. Ҳаст ми шумо ба нест ми ёрии аввали таҷили барои ҳамин вай. бале алло як занги телефони устод метавонед гӯширо бошад. салому алейкум айни замон шуморо гӯш дорам ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик ва Анвар Бобоев. салом ба ҳама. саломат бошед. ман як чанд савол доштам бародар, ҳамин саволҳоро ҳамаша номбар мекунам, хай баъд шумо ҷавоб шагин ман ҷа гӯш мекунам. марҳамат. вақте ки ина мисол хона дори дар ҳаминҷа граждани Россия нести, худат метавонӣ дар ҳамин хона мисол прописка кунӣ. баъд як чизи дигар мисол вақте ки мисол нагудакора миёри ягон ҷо кор намекунад мешавад ки амро ягон амуд вариант дорад ки прописка кунӣ ҳамҷа мисол бепатент зиндагӣ кунад дар ҳамин хонае ки соб граждани Россия нести. хоб ин саволи якум буд. Саволи дуюм ҳамаша савол. саволи якумаш ки дар номат хонаи худта дар ҳамҷа прописка карда метавонӣ дар хонаи худат мисол. иш якум савол. дуюмаш ки вақте мисол гудакора миёри ягон вариант ҳаста ки амро мисол патент накунӣ ҳамун зантаво ҳамунҷа ягон қайд ягон пропискаш кунӣ ҳамқа зиндагӣ кунад кор накунад. ин дуюм савола бародар. хоб саломат бошед. айни замон диққат кунед. посух медиҳам. бародар саволатон дута. хона доред ҳозир вақтинча вай кард наметавонед. ҳозир дуюм вай гузашт ҳамин ба наздики аз соли нав қонун қабул мешавад. шумо метавонед шаҳрвандони Тоҷикистон, хешовандони худатон, ҳамсаратон, фарзандотона ба қайд монед. метавонад худаш худша монад, соҳиб мулк фақат метавонад худаш монад, дига ҳеҷ киси монда наметавонад. граждани Россия чандта ки хоҳед дигар монда метавонед. ин ҳамихел қонун. ибад қонун тағйир ёбад баъди қонун ҳозир мо ин қонун мо ба ҳар моҳ дуюм ҳафтаи чоршанбе заседани мо ҳаст. мо ин қонуна пешбарӣ кардагӣ ҳозир баъди соли нав шумо метавонед худатона ва фарзандотона ҳамсаратон кӯдакотона ҳозир фақат танҳо соҳибмулк худро фақат худатона монда метавонед халос. дуюм савол. кӯдакотона шумо метавонед ё падараш кати ё модараш кати агар патенташ бошад, патенташ ё РВПш бошад ё вид на жительстваш бошад, ҳамон хонае ки дар ҳамон ҷо зиндагӣ мекунад ва дар ҳамон ҷо регистратсияш аст, дар ҳамон ҷо фақат шумо монда метавонед халос. локин занатон омада кор намекунаду ҳамтун мешинад, патент накунед, вай қонуна вайрон мекунад. қонуни ҳамон 90 180 90 вай мегӯяд ку 180 ҳамон вай мешад. ҳамсаратон запрет меғалтад, дига даромада наметавонад. Да, Валентина, будьте добры, пожалуйста. Драконовый закон, который запрещает дать основания супругам зарегистрироваться. Как вы можете это прокомментировать? Ситуация такая. У человека есть собственник своего жилья в России, но так как он является иностранным гражданином, оказывается, он может прописать только себя. Это во-первых. Во-вторых, и для того, чтобы он привез к себе семью, супругу, даже жену, не дает основания то, что он является даже гражданином или обладателем вида на жительство. Это не служит основанием для продления регистрации ее супруга. Значит, во-первых, все не совсем так. Вот. Начнем с этого. Значит, лицо, обладающее видом на жительство, уже в настоящее время имеет право зарегистрировать так называемых членов своей семьи, то есть родителей и детей, мужа, жену. На срок... Если вид на жительство. Если у него у самого вид на жительство. На какой срок он может зарегистрировать свою супругу? Первично на 90 дней, а если у нее есть основания для продления в виде патента или РВП... Да, ну вот видите, вот вопрос в чем, чтобы вопрос в чем? Я называю драконовским, почему? Потому что если нет там... у него ничего.
Если Нет ничего у основания, жены нету, основания если нет. оснований для продления нет, то как можно продлить ее пребывание, если оснований нету? Ну вот про что и говорим. Вот основание только... Россия не предназначена для жизни мигрантов. Россия предназначена для работы мигрантов или для учебы мигрантов, понимаете? Но если иммигрант хорошо зарабатывает, может позволить себе привести себе семью, чтобы вот как в старом добром Таджикистане, где-нибудь там в кишлаке, чтобы домохранительница очага сидела дома, это очаг Тогда хранила. пусть он оформит своей хранительнице очага патент с профессией хранительницы очага, оплачивает этот патент, возьмет ее к себе на работу и вперед. Других вариантов нет. Других вариантов нет. И не предвидится, без оснований продлить, не предвидится. Не надо этого ждать. Второе. Готовится в ближайшее время изменение в этот закон, чтобы иностранный гражданин мог полноценно распоряжаться своим жильем, и не только обладатели видов на жительство, но и другие категории мигрантов могли бы регистрировать в собственном жилье других иностранных граждан, но опять же при наличии оснований. Без оснований продлевать миграционный учет будет по-прежнему нельзя. Спасибо большое. Бародар шунида бошад посухи савол. Бале, багумонам шунидааст, чунки алоқа қад шуд, вақт мамон ба охир расид, як соат аст, муаллимаи азиз. Кадом савол? Я саволи дигар. Последний савол, пожалуйста. Да. саволҳо инҷо бисёранд. Мушаххастар ягон саволи. Саволҳо инҷо бисёранд. Ман як саволи дигарро вобаста ба ҳамин вазъи оила ва оиладорӣ мехоҳам гап занам. Шарофат бону аз шаҳри Твер менависад ки ман дар шаҳри Твер қонунан зиндагӣ мекунам. Як кӯдакам мактабхон аст ва дуюмаш ки 4 сол дорад мехоҳам ба боғчаи бачагона дидам, аммо ягон боғчаи бачагона қабул намекунад. ба ман мегӯянд ки шумо шаҳрвандии Русияро надоред, мо айни ҳол қабул кардани кӯдаки шуморо имкон надорем. хулоса як кӯдаки шарофатбону дар шаҳри Твер дар мактаб мехонад, ба навиштаи худаш қонунӣ зиндагӣ мекунад. Як кӯдаки 4 солаи дигар дорад ки мехоҳад дар кӯдакистон монад, боғчаи бачагона. боғчаҳои бачагона барои қабул рад мекунанд. боғчаҳои бачагона агар шумо рафта навбат ба мондагӣ бошеду навбататон биёд, ягон хел ҳаққи рад кардан надоранд. ба шарте ки агар шумо патентатон бошад, ҳозир гуфтосед ки ҳама документам нақс ва ҳамин фарзанди 4 солатонам шумо ҳамон гуҷон ба шумо регистратсия кардагӣ бошед, ҳамроҳи шумо регистратсия кардагӣ бошанд, ҳақ ҳуқуқи надоранд ки бояд талаб кунед ва ариза нависед, гӯед ки ман ба ҳамон не ба мудири боғча ариза менависед. Мудири боғча мегӯяд ҷом не бояд хатти ҷавоб диҳад. Гӯед ки ман ба писмени дайте, пожалуйста, мне дайте писмени отказ. Ҳамин гапа мезанед. Агар шумо хатти аз ваҳо ҷавоб гиред, марҳамат, мо телефономае гирифтем ва гуфтем ватсапай, вайберай муроҷиат кунед, мо ёрдам мекунем чӣ хел навистана заявление, мо мепартоем номи шумо печат мекунед, мебаред, метед, мо медонем куҷо ба муроҷиат кардан, департамент ба муроҷиат кардан кор, департаменти образование барои он ки вай боғча ба мо фаҳмидан мо дар кор ки боғча ба ки дахл дорад, вай боғча хусусими давлатими барои ҳамин яъне ки ҳолатҳоша дида баъд мо хатти шумо ба ёрдам мекунем. Як саволи дигар. Як саволи дигар кӯтоҳтар, я нафари дигар пурсида истодааст ки вақте ки регистрация вақте ки ман регистратсия мекунам гуфтааст, вақте ки полис медорад баъдан мефаҳмам ки он фаршивӣ аст, сохтааст. чӣ хел фаҳмам, аз куҷо фаҳмам ки регистратсияи ман чӣ ҳол дорад? Барвақтарак барои фаҳмидан ҳама роҳи осонаш, як гражданин Россия илтимос мекунед ки ксерокопияш метед, мегӯед ки бародар
همین درا گو که همین آدم من کار میگیرم همین پروژه کنه چی عدل په واپروس میگراتsia همین رجیستراسیش بازند هست یا نه و شخصی که گراجدین روسیه هست میاد کسرکوپی فقط میتید کسرکوپی که میاد درات میگوید که من با یگان پرابلم نشد من همین کار بگی توصیم وای همه روی آسانی بیپولی تیزش نمید دیگر راه هست بیت من عریضه نویسه میتیم در نی 30 روز به شما با جواب میتیم نه با 30 روز چی بشه نه در نی 30 روز با اگه ممکن در بعد 5 روز میتیم 10 روز میتیم موافق قانون وقتی بیام ما عریضه نویسه میتیم مرامت خودشون رفته عریضه میتیم و آدم خطی میتید خطی پاتورجنی میتید فقط خودش با همه روی آسانش همین روی آسانی که ما استفاده میبریم گراجدین روسیه میدارد میگه من اینه کار میگیرم تمام با سوال راستی یک سوال کوتاه هست همین نفر 2 مرتبه با ما نویسنده روان کرد سوال خود رو خواهش کرد که من جوابش رو نویسم سوالش هم کوتاه است خدایداد از شهر اوفا نویسنده است که من در کارت مهاجرتی شخصیم در کارت مهاجرتی یعنی میگراسیون کارتش نویسنده است که چسنی یک بار در آمده است وارد روسیه گردیده است مهلت 3 ماهش به انجام رسیده است به انجام میرسد نویسنده است آیا میتوانم که یک بار دیگر رفته با برگردم به همین مضمون نه برادر یگان جوبه و چسنی رابطه ترانزیت учёба اگر شما با حجتتون نباشد برای دراز کردن مهلت زیستتون شما حقتون نیست برای همین ما همون یکم سوالی که اینا دادن 90 180 90 180 میگوید که شما با گفتیم شما تمام میکنید فقط یگان کس باور نکنید برآمده روی در روسیه بعد 90 روز درآمده بید اگر چسنی کرده باشید دی حقوق یگان حقتون نیست محکم میکنه 3 سال با زپرت میمونه یعنی که دویم بار ندارم بعد 90 روز بعد 90 Валентина, у нас вот очень время поджимает. Если можно, разъясните, пожалуйста, еще один очень важный вопрос по поводу иностранных водительских удостоверений, да? Человек вот спрашивает, уточняйте, пожалуйста, нам, гражданам РТ, можно работать с нашими международными правами или нет? Так как я сейчас уже работаю в системе грузоперевозок, и меня несколько раз остановили сотрудники ДПС. То есть он еще нам вот такую ссылочку скинул. Федеральный закон о безопасности дорожного движения, статья 25, пункт 13. Таджикистан. Гражданин Таджикистана, да. Он говорит, там положение настоящего, ну там раньше идет, что не допускается, и положение настоящего пункта не распространяется на граждан Кыргызской республики, а также граждан, государственное законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. То есть у нас в статье статус русского языка закреплен как язык межнационального общения. Это дает право гражданам Республики Таджикистан попадать в эту категорию. Я думаю, что нужно заявить судебный иск и ознакомить Россию с тем, что действительно существует этот статус. В настоящее время гражданам Таджикистана не разрешают, потому что русский язык не является вторым государством в Таджикистане. Если сможет, добро пожаловать, да, я напишу такой иск, если мы сможем в суде доказать, что статус русского языка закреплен в Таджикистане, то да. Это возможно. Есть такая возможность. اکنون قانون کدی ممکن نیست ماشین شخصی باشد به ملال هایکر میگردید نه شخصی نیست برای همین کار کردن به واقعی تاجیکستان نیست برای межправительственное соглашение این ارمنیا قرغیزستان این وقتی های بلاروسیا یا اسبا لیکن تاجیکستان و ازبکستان ها کار کردن نمیتوند خیر изгори ташаккур мекунем аз меҳмонони студияи мо аз меҳмони радиои мо ҳоҷир
мақсади суҳбати суолу ҷавоби мо, посух гирифтани мо ба он хотир аст ки метавонанд муҳоҷирони дигар, шунавандони дигар инро аз тариқи ютуб ё фейсбук дарёбанд, гӯш кунанд ва мумкин аст ба баъзе посухҳои пайдоишшудаи худ аллакай посух гиранд. Ва мо итминон мегирем ки суҳбатҳоро атрофи ин масъалаҳо, саволу ҷавобҳоро ҳамроҳи Валентина Чупик ва Анвар Бобоев давом хоҳем дод. бале. Шунавандагони азиз, дар ин ҷо мусоҳибаи мо бо ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик ва Анвар Бобоев ба охир мерасад. Ба ҳаматон шаби хуш. Метавонед такрории барномаро пас аз чанд лаҳза аз Facebook ва ҳам YouTube тамошо кунед. Саломат бошед. Раҳмати калон ба шумо. Спасибо большое. Хуб, саволҳои худро инчунин метавонед ҳозир равон кунед ба рақамҳои 8965 151 014. ҳар ҳафта метавонед меҳмонони барномаи мо ба саволҳои шумо посух бигӯяд. Саломат бошед. ҳар ҳафта бале, саломат бошед. Саломат бошед. Ташаккури зиёд.